Настоящая археографическая находка сделана ученым Института славяноведения Российской академии наук Борисом Морозовым во время работы по описанию книжных фондов Стефано-Ульяновского монастыря. Книги уже много лет хранятся в Национальном музее республики. Историк обнаружил в напрестольном Евангелии 1677 года частные письма Никонки Федорова, одного из сыновей основателя монастыря. Они оказались приклеенными к переплетной крышке книги и не были видны. В письмах краткая, но важная информация о пути книги из Москвы в Ульяновский монастырь. Как появились в издании такие письма, ученый выдвинул единственную гипотезу. Евангелие было куплено в Москве без переплета, так было дешевле, а переплет сделали уже в Визинге. Знаете, какая прямая совершенно аналогия, как сохранились до нас вот эти берестяные грамоты в Новгороде, которые открыли для нас вообще новую страницу в истории Древней Руси. Они сохранились благодаря тому, что их выбрасывали просто в грязь. И новгородская грязь их сохранила. Вот именно по... И то же самое здесь. То есть это абсолютно такая достоверная. То есть другой версии не может быть. Почему эти письма остались... Именно вот спрятались в переплет, потому что другой бумаги, чистую бумагу он не мог, это дорогое было. Он эти письма уже, они выполнили свою функцию, ну все, и он их приклеил, переплел, очевидно, эту книгу, и дальше кто-то уже доставил, значит, в Стефано-Ульяновский монастырь. Частных писем 17 века сохранилось всего очень немного, они подробно изучаются археографами и лингвистами. Специалисты подчеркивают, что это редчайшее явление российской культуры этого периода. Среди письменных источников, имеющихся в архивах Республики Коми, найденные в музее документы, единственные сохранившиеся частные письма 17 века.